Добрый день! Сегодня у нас в гостях Юлия Корнева, журналистка и блогер. Расскажите, с какой целью вы приехали к нам в Якутию? В Якутии я у вас второй раз. В том году вернее, третий уже раз. В том году я сняла свой первый, свой именно фильм, как режиссер, как оператор, как монтажер выступала. «Русские якуты». Это про потомков государевых ямщиков, которые живут в Хангаласском Улусе и для которых якутский язык, он родной. То есть для России это, конечно, уникальная история, что русские разговаривают на якутском языке, как на родном языке. Вот. Потом я случайно собиралась снимать фильм про эвенов у вас на севере и начала смотреть населенные пункты, в которых они живут, и смотрю Саилык. И думаю, погуглю, то есть так называется населенный пункт, достаточно большой поселок. Думаю, погуглю, что это за поселок. И вдруг мне выпадает, что не поселок, а что есть саилыки, летники. И что, например, в том году в Якутии открылось летом 361 саилык. То есть, как бы получается, в Якутии на 361 деревню населенный пункт летом вдруг становится больше, а осенью опять меньше. То есть это уникальное явление. Когда мне говорят, ну ничего такого, у нас тоже есть зимние пастбища, летние пастбища, люди перекочевывают. Я говорю, так люди перекочевывают там со скотиной, да, какие-то палаточки ставят и так далее. А тут-то реально, значит, особенно если это родовой семейный саилык, он на этом месте много лет, а то и веков. И там стоят дома, значит, которым тоже может быть уже не один век. То есть это такая реально деревня. Вот сейчас мы переезжали, это же прям переезд с диваном, с плитой, с холодильником. Значит, там садят в теплицах овощи, всю скотину перевозят, бабушки, дедушки, внуки, все переезжают. Это, конечно, такого, я все-таки по стране езжу много, такого явления вот в чистом виде, как в Якутии, такого нигде нет. Поэтому после того, как я нахожу какую-то интересную тему, я всегда гуглю, снимали ли что-то на эту тему. То есть если на эту тему в этом месте снят уже какой-нибудь хороший фильм, то я не поеду, конечно. Ну зачем? Потому что, в принципе, уже дело сделано. А тут я начала, значит, гуглить, пытаться найти какие-то фильмы про саилыки, и я не нашла ни один фильм. То есть я нашла, вернее, очень старое не художественное, оно как короткий метр, но художественное. Это не документальное кино было. Старый фильм, так и назывался «Саилык» или «Саилыки». Там, значит, история про то, как мужчина приезжает в старый Саилык, покупает какой-то старый дом, а в нем оказывается привидение. Вот и вся история, что называется. Поэтому я поняла, что да, почему-то, видимо, для вас это привычное явление, и никто из якутских журналистов не заинтересовался снять документальный фильм про Саилык. А мне, конечно, вот все происходящее удивительно. И я люблю деревню, поэтому я с удовольствием снимаю. Снимаю вот в Даркалахе один Саилык семейный, значит, и Матрена Егоровна, Егор, вот все их семейство. Вот. И снимаю в телеги, там Наталья Ивановна, там тоже старый Саилык. Ну, значит, вот сначала я снимаю у вас, потому что вы раньше переезжаете, а потом у них, чтобы показать все-таки, что это не единичное явление, явление такое достаточно массовое, то есть я показываю два Саилыка. Просто для документального фильма показывать больше это как бы неправильно, то есть все-таки должны быть какие-то более такие локации, где ты можешь поподробнее снять. Расскажите о себе, как вы начали снимать фильмы. Ну, я 27 лет проработала в томской телекомпании ТВ-2. Эта телекомпания всем, ну, по крайней мере, всей России известна тем, что мы создатели «Бессмертного полка». То есть это была телевизионная акция, изначально чисто наша, которую придумали наши 3 журналиста. И мы даже не думали тогда, что она из Томска разойдется. И мы в 2012 году получили высшую телевизионную награду за эту социальную телевизионную акцию ТЭФИ. Вот. Я работала в этой телекомпании, и у нас был большой проект экспедиции.
В них мы снимали краеведческие фильмы. Был историк парень, который снимал больше с таким историческим уклоном. А мне всегда нравилось выезжать вот в какие-нибудь дальние деревни. И мой проект в рамках этих экспедиций назывался «Уходящая натура». То есть уходящая натура говорит само за себя. То есть я снимала деревни, которые исчезают, то есть там доживают последние жители. Мне было интересно сохранить их для истории. И очень мне нравилась тема народов. То есть меня всегда эта тема привлекала. Я захотела изучать коренные малочисленные народы Сибири сначала. Вот, сняла все народы, которые рядом с Томском. Это челканцы, телеуты, теленгиты, шорцы, селькупы, чулымцы. Вот. И как бы с этого началась, так скажем, мой путь в документалистике. А потом ТВ-2 закрылась, и вот 3 года я самостоятельный блогер, долго привыкала к этому слову. Сейчас я сама себе продюсер, сама режиссер, сама снимаю, сама монтирую, потому что мне самой себе деньги платить не надо. Вот, зрители скидываются мне на билет, чтобы я могла добраться вот до такого уникального места, как Даркалах. И я продолжаю и серию фильмов про народы, но теперь уже география у меня расширилась. То есть я снимала на Сахалине, Нивхов и Уильта, это коренной народ Сахалина, и, например, на Кольском это Саами. То есть вот от Кольского до Сахалина я, значит, уже так охватила, так скажем, географию. Понятно, что я не все народы сняла, но так как мне больше всего нравится север, я долгое время жила в Игарке Красноярского края, и вот такая любовь к северу, она у меня где-то внутри. Поэтому я, конечно, всегда выбираю северное направление. И сейчас в июле я поеду на остров Колгуев, там снимать ненцев. Это остров находится фактически уже в Арктике, за полярным кругом. Вот. А в августе еду на Сахалин снимать нивхов. Тоже на север Сахалина. Это тех, про кого я снимала, но я снимала зимой, в метель. Значит, там у них основная жизнь происходит летом. И, конечно, меня прямо зритель просил в комментариях, говорит, нам очень интересно посмотреть, как они живут летом, когда идет путина, когда собирается ягода, потому что в метели они просто сидели по своим отдельным домам. Я, к сожалению, не зарабатываю этим совершенно, но когда у меня спрашивают, зачем же я этим занимаюсь, я отвечаю, что это моя миссия. То есть снимать, добираться до тех мест, где не ступала нога журналиста, не снимался документальный фильм, чтобы зафиксировать, сохранить в истории народы, их культуру уникальную, их язык и так далее. Вот. То есть это для меня миссия, я получаю от этого огромное удовольствие, от общения с этими людьми, поэтому пока я могу, я буду снимать документальные фильмы. С какими необычными традициями вы сталкивались? То есть народов России, да? Да. Ну, наверное, традиций много, да, начиная с костюма. Но давайте поговорим, например, о еде, потому что это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Значит, из необычных традиций, например, ханты-ненцы, ну, я была у ненцев именно, они пьют свежую кровь оленя северного. То есть только-только его закалывают, разрезают, и пока кровь не свернулась, это буквально несколько первых минут, они ее пьют. Зачем они это делают? Значит, так как у них был бы иначе жуткий авитаминоз, цинга и так далее, у них же, ну что, кроме мяса, кроме оленины, собственно говоря, ничего нет. Поэтому им нужно восполнить витамины. А кровь свежая – это очень сильно витаминный напиток. И мне всегда хотелось попробовать. Но я со страху, потому что передо мной только что вот этот олень бегал, его тут же закололи, разрезали, все пьют, значит, кровь, значит, она так вот течет. Ой, И мне, конечно, было немного страшно, и оператор говорит, давай, пробуй. Значит, я говорю, ты уверен, Саша? Значит, он говорит, уверен. Но я со страху, я говорю, а что? Они говорят, ну, может, немножко соли добавить. И я добавила столько соли, что когда у меня потом спрашивают, ну и какова кровь на вкус, я говорю, я не знаю. Я пила галимую соль. И какая кровь на вкус, я не могу сказать. То есть я со страху бабахнула туда сильно много крови.
Ой, Соль соли. пересолила я. Еще у нивхов я была, и, значит, захожу в одну семью, и, значит, естественно, когда я готовлюсь к съемкам, я максимально узнаю все, что можно в интернете про этот народ. И я знала, что нивхи, у них были собачьи упряжки, они катались на собачьих упряжках. И собак они, собственно говоря, и ели иногда. Ну вот ты ездишь на оленей упряжке, ты ешь оленей. Это как бы считается нормально. Казахи скачут на конях и едят конину, да? Значит, нивхи ездят на собачьих упряжках и едят собак. Логика та же самая. Но для нас же как бы, как они едят собак? И, в общем, я зашла в одну семью, жили они очень бедно, он, значит, там жена и муж, и у них очень-очень-очень много собак. И я знаю, что на собачьих упряжках они не ездят. И я спрашиваю, что вот нивхи, понятно, я тактично задала вопрос. Я говорю, а правда, что у них была такая традиция есть собак? Вот. И он показывает на своих вот этих щеночков, которых он растит, как мясо. Он говорит, да, значит, собственно говоря, я их ем. И для него это естественно и нормально. И когда люди там в комментариях возмущались, как он может, я говорю, а как могут казахи или якуты есть лошадей, да? Или северные народы, оленеводы, есть оленей. Ну и нивхи также. Вот. А в Якутии меня поразило из еды, так как я все-таки уже полиглот в этой еде, ну, если я уж пила кровь оленя, да, меня поразил ваш вот этот вот, да, то есть как можно сливки за минуту взбить вот в такую шикарную пену, мусс, которая даже не опадает. Я, когда выложила у себя пост, у меня есть телеграм-канал «Экспедиции Юлии Корневой», выложила пост, как там за минуту женщина взбивает сливки вот в такой шикарный мусс. Я написала прям, не пытайтесь повторить это с магазинными сливками, ну, у нас в России, не получится. Вот. Конечно, это не только в сливках дело, но действительно вот в этой мутовке, как у нас называют в России, вот, она с таким характерным, вот, интересным таким рисуночком, как юбочка. В прошлый раз, когда я снимала фильм «Русские якуты», мне подарили такую мутовку. Как она называется? Вот. Значит, и один раз дома, когда у меня сгорел этот блендер электро, значит, причем он у меня сгорел сразу же, как только я приехала из Якутии и привезла вот эту мутовку. То есть он приревновал, видимо, и обиделся, и сгорел тут же. А мне надо было взбить. И я попробовала ей взбить, конечно, все хорошо взбилось. Только единственное, что у меня вот этого навыка, это надо уметь. То есть у меня просто силы не было в руках так долго взбивать ту массу, которую мне нужно было взбить. Так что вот, конечно, у каждого народа есть свои какие-то уникальные такие изюминки, и это очень интересно изучать. На что вы обычно снимаете? Ну, обычный набор у меня умещается вот в этот рюкзак. Сейчас прям вот он минимальный, но его достаточно. Это камера. Вот. Так как сегодня ветер, я надела микрофон с вот этой вот мохнаткой, как мы называем. Вот. Многие люди думают, что это фотоаппарат. Я его как фотоаппарат никогда не использовала. Поэтому мне говорят иногда такие, ну все, сфотографируйте нас. На самом деле я снимаю на него видео, он дает потрясающую картинку. Значит, вот это основная камера. Потом у меня есть вот такая рыбацкая сумочка, купленная в магазине за что-то 87 рублей. Это когда ты бегаешь и без рюкзака, например, и тебе нужно что-то быстро достать. Жилетка это хорошо, но у жилетки может быть жарко, и жилетка дорогая была. А этот я купила сумочку вот так вот. И я открываю и достаю то, что мне надо, например, оттуда. Вот она, экшн камера Sony. То есть, когда на ходу, на вот эту камеру иногда сложно, например, человека записывать интервью, ты пишешь на эту экшн-камеру, она безотказна, она снимает резкости хорошо, она пишет хорошо звук. Единственное, видите, я ее усовершенствовала. Японцы не могли догадаться, как сделать так, чтобы не задувал ветер в микрофон. То есть я взяла губку от посуду мыть, отодрала вот эту вот жесткую часть, взяла вот эту губочку и на резиночку, и вот видите, у меня микрофон прикрыт. То есть если дует ветер, то теперь у меня не задувает микрофон.
ну, когда это происходит, это все, считай, интервью пропало у тебя. То есть вот она, Sony экшн-камера, это когда в движении, ты там скачешь или на вездеходе, или ты не можешь на вытянутой руке держать вот эту тяжелую камеру, ты пользуешься этой экшн-камерой. А третья моя камера, это не сочтут за рекламу, это iPhone. На iPhone сейчас снимается полный метр. На iPhone снимаются художественные фильмы. У меня есть штатив, но я практически не люблю на него снимать. Только длинные интервью где-нибудь в помещении я ставлю штатив, чтобы мне просто не держать камеру. А снимать вот репортажную съемку, которой я занимаюсь, невозможно со штативом, потому что пока ты его будешь выставлять, уже этот табун лошадей уже давно ускачет. Вот. И эта бабушка, несмотря на то, что ей 85 лет, она уже уплывет на лодке за 3 километра. Поэтому со штативом я не люблю снимать, и штатив сейчас не в тренде. То есть сейчас даже художественные фильмы вы видите, если смотрите, там камера трясется, да, то есть там явно ходит оператор, все это в движении происходит. Вот, поэтому как бы штативом я почти не пользуюсь. Все, вот этот маленький набор у меня вмещается фотоаппарат, ну, он все равно называется фотоаппарат. Основную камеру я вешаю на шею, на пояс сюда, дополнительные батарейки, надо, если микрофоны, все сюда положила, и все уместилось в один рюкзачок. Какой совет вы дадите нам, юнкорам? Ну, прежде всего, совет один. Он для нашей профессии самый главный. Вам должно быть очень комфортно в вашей профессии, в журналистике, то есть вы ее должны любить. Вам должно нравиться то, чем вы занимаетесь, потому что в нормальной журналистике денег не заработаешь. Поэтому вы должны получать удовольствие от вот этого очень тяжкого труда. Потому что если ты работаешь в новостях, в нормальной журналистике, это очень тяжело, потому что ты ответственен за свой продукт, ты ответственен за людей, про которых ты снимаешь. Поэтому надо очень любить это. Спасибо вам за интервью. Желаем вам удачи и успехов. Спасибо за приглашение. И я, конечно, буду надеяться, что фильм про Сайлыки, который я сняла здесь, у вас также хорошо посмотрят, как фильм «Русские якуты».